В целях реализации основных положений Конвенции ООН о правах инвалидов, Федерального закона о социальной защите инвалидов в Российской Федерации и во исполнении государственной программы «Доступная среда» на 2011-2015 годы органами местного самоуправления города Якутска реализуется комплекс мер с целью создания на территории города безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения. Одним из приоритетов социальной политики администрации городского округа город Якутск является реализация комплекса мер, направленных на создание инвалидов, равных с другими гражданами возможностей для участия в жизни общества в целях повышения уровня и качества жизни. У нас с 2011 года работает программа «Социальная защита и содействие занятости населения». И в следующем году эта программа будет продолжена. Кроме этого, есть определенные средства в программе «Комплексное развитие территорий», которая выделяется как раз на строительство пандусов, на приобретение подъемников, потому что сегодня это очень важно. И этой работой у нас занимается казенное наше учреждение «Муниципальное главстрой». В этом году они построили и приобрели всего 12 комплектов, то есть это пандусы, подъемники. И на следующий год также продолжаться это будет работа. Под эту программу мы в этом году, в 2016 году, на 5 миллионов 300 рублей выполнены работы по устройству пандусов, подъемников в объектах культуры, образования и жилых домов. По заявке Управления социальной защиты вот эти работы выполнены. У нас вот эта программа уже работает с 2014 года, в 2014, 2015 и 2016 год мы отработали. Порядка 30 полных пандусов установили по объектам культуры, образования и жилых домах для инвалидов, чтобы доступность была. Наконец-то нам и построили пандус. Мы его ждали почти 3 года. С ним нам полегче немножко стало. Очень хороший и удобный. Уже опробовали и сами. Так как мы все-таки проживаем на 4-м этаже, нам все-таки тяжело подниматься и спускаться. Поэтому мы как-то открыли сбор и приобрели ступенькоход. Максимальная высота ступеньки там идет преодолеваемая, это 25 сантиметров, то есть им можно пользоваться практически на всех лестницах, которые имеются. Хотелось бы поблагодарить тех, кто нам помог, всех людей, которые нам помогли, так сказать, мы собирали, потому что с миру по нитке, потому что это действительно очень нужная вещь тем, кто самостоятельно не передвигается. В целях осуществления единой политики среди населения в апреле 2011 года создан Координационный совет по делам инвалидов городского округа город Якутск. Ежеквартально проводится заседание совета по актуальным вопросам инвалидов. Сегодня, например, работа по пандусам показала, уже научились делать. Они в этом году отвечают всем требованиям, да? Мы же как-то привыкли действительно к тому, что надо делать пандусы для колясочников. Но этими пандусами пользуются далеко не только колясочники. Этими пандусами пользуется огромное количество людей, которые проживают в тех домах, в которых они построены. Это и мамы с колясочками, и дети с велосипедами, и пожилые люди, просто когда неудобно там подниматься по лестнице, они могут, если она крутая, могут подниматься по пандусу. В основном, конечно, жители нашей столицы воспринимают это как доступная среда для инвалидов-колясочников. Мы рассматриваем реализацию этой программы намного шире, потому что доступная среда – это не только пандусы, не только низкопольные автобусы для различных категорий населения, в том числе для мамочек с детьми малолетними, которые двигаются на коляске детской, да, для старшего поколения, которые тоже затрудняются в передвижении, ну и для других категорий уже людей, имеющих инвалидность. Государственная программа «Доступная среда», она делится на 6 или 7 частей. Это образование, это медицина, это спортивная, это досуговая, культурная сфера, это самозанятость людей с инвалидностью. И они все должны быть не только физически доступны, но и услуги должны оказывать, получать, грубо говоря, я человек, передвигающий на коляске, например, да, или человек с нарушением зрения пришел в то или иное заведение, то он должен получить те иные услуги, которые оказывает то заведение.
В городе Якутске проживают 303 836 человек. Из них детей до 3 лет 6855, людей пенсионного возраста 15 470. В Управлении социальной защиты населения и труда по состоянию на 1 декабря 2016 года на учете состоят 13 851 инвалид, в том числе 1563 детей-инвалидов до 18 лет. Из них инвалидов по зрению более 500 человек, в том числе абсолютно слепых 127 человек. Из них 8 детей. Инвалидов по слуху более 500 человек и 595 инвалидов пользуются кресло-колясками, в том числе 80 детей до 18 лет. Наше управление социальной защиты населения города Якутска, оказывает меры социальной поддержки социально незащищенной категории граждан, и в том числе людям с инвалидностью. Хотим отметить, что программа «Доступная среда» и федеральная, и республиканская оказывает очень большое влияние на формирование доступной среды. В частности, в городе Якутске были приобретены за прошедший год 24 светофора с речевым информатором для слабовидящих пешеходов, 49 светодиодных информационных табло на остановках и 10 светодиодных маршрутных указателей. Также за период работы данной программы были приобретены 5 специальных автобусов с низкой посадкой, с пандусом для инвалидов-колясочников. То есть надо отметить, что роль и федеральной программы «Доступная среда», и республиканской программы «Доступная среда», конечно же, оказывает очень большую помощь в жизни муниципалитетов, да, чтобы наш город и села Республики Саха-Якутии, да, они были доступны для всех граждан. В Якутске ежегодно проводится декада инвалидов, приуроченная к Международному дню инвалидов. Цели мероприятия декады – привлечь внимание к проблемам людей с ограниченными возможностями, оказать им дополнительную помощь, внимание и заботу. В подготовке и проведении декады приняли активное участие общественные организации, администрация городского округа город Якутск, Центр занятости Якутска, образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, детские центры и другие. Библиотека «Книга 03» провели встречу-диалог «Сильные духом». Гостями мероприятия были председатель организации «Движение без барьеров» Афанасий Лаптев, участница конкурса «Мисс Виртуальная Якутия» Любовь Медянникова и главный редактор газеты «Эхо столицы» Александр Прокопьев. В нашем обществе, к сожалению, существует много стереотипов насчет людей с инвалидностью. Считается, что или неполноценные, или кто-то откровенно брезгует даже. В принципе, с этим сталкивался любой человек с инвалидностью. Такие встречи позволяют как раз понять, что из себя представляет человек. И я думаю, что многие из сегодняшних гостей увидели в каждом из нас личность, независимо от того, как многие видели нас до этого, например, только по интернету где-то или, может быть, по телевидению, а личное общение, оно дает больше понимания, так скажем. Я очень рада поучаствовать в сегодняшнем мероприятии, так как это все равно для общества немаловажно знать какие-то аспекты. И рада, что возможность есть задать какие-то нам вопросы и нам на них ответить. Доступная среда — это очень нужно, я считаю, очень важно, и если наш город будет развиваться, это наоборот только плюс не только для колясочников, но и для других людей. Очень много плюсов. Я считаю, все равно каждый город должен развиваться, и наш в том числе. Конечно, сегодня мы не можем сказать, что наш город доступен для маломобильных граждан населения, но тем не менее каждый год мы считаем, что происходят определенные позитивные улучшения в этом направлении. Такой круг работы очень большой, очень серьезный, ежедневно, такой многоплановый, ведется для того, чтобы мы создали в нашем городе доступную среду. Загорелся зеленый сигнал светофора. Можно переходить. Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов – сложная межведомственная проблема, которая требует внимания и решения со стороны всех структур, осуществляющих государственное и муниципальное управление, а также со стороны организаций различных форм собственности. И только совместная работа в этом направлении позволит разрушить средовые отношенческие барьеры, обеспечить полноценное участие инвалидов в жизни общества.